когда-то поняла, вот тогда, вот еще в 90-е годы в начале, что это мое дело. Все. Вот это то, что я хотела. В 90-м году, если вы помните, полуторачасовые программы на крымско-татарском языке были на телевидении ГТРК Крым. И там, значит, в конце новостейных программы прозвучало объявление о том, что объявляются курсы по изучению крымско-татарской вышивки. И к нам домой приехал Меметов Сетмемет Ага. И он тогда вот показал мне, как выполняется техника золотного шитья. А вот уже на следующий год опять было объявление дано, и Сетмемет Ага лично сам мне сообщил о том, что из Москвы приедет женщина, которая занимается каким-то очень оригинальным видом шитья крымско-татарским. Когда была это Зулейха Бекирова. Я прибегала буквально на полчаса, у меня в руках всегда был карандаш, блокнот. И вот она показывает направление иглы, куда идет. Я все это в блокноте зарисовываю, записываю себе, памятку делаю, чтобы вечером вот это все можно было повторить уже самостоятельно дома. Но она человек была очень, как вам сказать, сдержанной. Она не сильно была щедра на похвалу. Я так думаю, что это и правильно. Но в моей памяти она все равно живая, понимаете? Она все равно останется для меня живым человеком. Я с ней иногда как бы общаюсь вот на таком уровне. Как будто бы я ей задаю вопросы, как будто бы она мне отвечает, и как будто бы я знаю, что она мне ответит. Но в 1997 году мне в руки попадает сборник Полины Яковлевны Чепуриной «Орнаментальное шитье Крыма», которое было издано в 1938 году в Москве. И там я обнаруживаю, значит, ту базу, которую нам дала Зулейха Апте, и кроме этой базы еще другие виды шитья, описание подробное их. Мне пришла мысль такая, что этот сборник нужно немножечко обновить. И вот так увлеклась этим процессом, что у меня их 65 видов новых швов. Я разработала сама уже. Вот, и на базе той, которая была. То есть базу я стараюсь не забывать, это наши как бы корни. Этот сборник тоже уже готов, Сметуса. Скоро буду искать возможности для того, чтобы издать это все. Получается, вот эта вот традиция, она как бы не прервалась. Зулейха Апте училась у Адавии Эфендиевой, я училась у Зулейха Апте, а уже у меня учится целая армия, так сказать, если можно так выразиться, учениц. И я надеюсь, что вот эта традиция, она будет продолжать жить, и вот этот вид шитья, уникальный вид шитья, который был как бы разработан здесь, в Крыму, вот это как бы культурное наследие именно нашего народа. Для меня королевы вышивки вот у крымских татар – это татары Шлеме. Вот я заметила, что если у меня какая-то ситуация в жизни складывается, что вот какой-то вопрос меня все время мучает, я не могу найти решение, да? Я погружаюсь вот в эту работу, и почему-то и сама не понимаю, каким образом, вдруг это решение само по себе появляется. Вообще вышивка, вы знаете, вот эта вышивка, она очень многому ведь учит тоже. Она учит терпению прежде всего, потому что она требует очень колоссального терпения, потому что одно изделие, чтобы от начала до конца довести, на это уходят месяцы. Самое интересное и самое главное, что это помогает ценить по-настоящему труд, не только свой, но и труд любого человека, ремесленника или мастера. И, конечно, я хочу, чтобы вот эта вот вышивка, она очень стала популярной среди наших девушек. Очень хочу этого, мечтаю об этом. Чтобы она вот как бы вошла в наш дом, в каждый крымско-татарский дом, чтобы вышивка вошла, чтобы хоть одно какое-нибудь изделие, выполненное в технике татары Шлеме, в доме было.